Здравствуйте! В данном и в следующем уроке мы обсудим тему насилия. Эта проблема затрагивает миллионы людей по всему миру и тесно связана с устоявшимися стереотипами и дискриминацией. Чтобы лучше разобраться в данной сложной теме, нам необходимо чуть глубже пойти в феномен насилия и разобраться, где корни у этого пагубного явления. Это устойчивые представления о ролях и поведениях мужчин и женщин в обществе. Например, убеждение, что мужчины должны быть сильными и доминирующими, а женщины заботливыми и покорными. Такие стереотипы ограничивают личностное развитие и могут привести к дискриминации. В свою очередь, дискриминация на основе гендера проявляется в различных формах, от неравной оплаты труда до ограничения доступа к образованию и здравоохранению. Со временем дискриминация может эскалировать в насилие, направленное против определенной группы и в крайних случаях геноциду или фемициду. Фемицид – это преднамеренное убийство женщин или девочек на основе ее половой принадлежности. Этот термин описывает убийства, мотивированные ненавистью к женщинам, гендерной дискриминацией или гендерно обусловленным насилием. Исследователи феномена насилия разработали пирамиду ненависти. Это концептуальная модель, иллюстрирующая, как предвзятые убеждения и мелкие акты агрессии могут эскалировать в серьезные формы насилия. Уровни пирамиды ненависти. Предрассудки и стереотипы, принятие негативных стереотипов и предвзятых убеждений о определенных группах людей. Индивидуальные акты предвзятости. Использование оскорбительных шуток, насмешек, социальная изоляция и словесные оскорбления. Дискриминация. Систематическое лишение определенных групп прав и возможностей, таких как отказ в приеме на работу или доступа к образованию. Преступления на почве ненависти, физическое нападение, вандализм или другие преступные действия, мотивированные ненавистью к определенной группе. Геноцид. Систематическое уничтожение целой группы людей на основе их принадлежности к определенной этнической, религиозной или социальной группе. В рамках данного урока мы отдельно рассмотрим гендерное насилие. Это любой акт насилия, совершенный на основе полового признака, который причиняет или может причинить физический или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угроза совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни. Рассмотрим факты. 736 миллионов женщин, почти каждая третья, хотя бы раз в жизни подвергалась физическому Или сексуализированному насилию со стороны партнера или другого лица. Это 30% женщин в возрасте от 15 лет и старше. Большая часть случаев насилия совершается нынешними или бывшими партнерами. Более 640 миллионов женщин подверглись насилию со стороны интимного партнера. В 2023 году в кризисные центры и другие специализированные учреждения, оказывающие социально-психологическую помощь населению, обратилось более 14 тысяч человек. 7 тысяч человек по случаям семейного насилия. В числе обратившихся по случаям семейного насилия большинство, 96% женщины. Существует много мифов вокруг насилия. Общество часто пытается оправдать насилие через гнев и потерю контроля. Но многие агрессоры проявляют насилие выборочно. Например, на публике они ведут себя спокойно, а дома совершают жестокое действие. Это доказывает, что насилие не является импульсивной потерей контроля. Алкоголь и наркотики. Хотя они могут усиливать агрессивное поведение, не каждый, кто пьет, становится насильником. Многие агрессоры сознательно используют алкоголь как оправдание своих действий. Финансовые проблемы и стресс, бедность и трудности могут усиливать напряженность, но насилие встречается во всех слоях общества, независимо от дохода. Насилие – это сознательный инструмент власти и контроля, основанный на социальных нормах, которые оправдывают доминирование одной группы над другой. Центр колеса – это власть контроля, которую насильник использует для доминирования над жертвой. Внешний круг – физическое и сексуализированное насилие. А внутренние секции показывают методы, с помощью которых агрессор удерживает контроль. Модель «Колесо власти и контроля» была разработана в начале 1980-х годов специалистами домашней программы и вмешательств в насилие. Почему важно понимать это? Насилие – это не просто личная проблема, а социальная система угнетения, где агрессор использует силу для контроля. Насилие не происходит случайно, оно является преднамеренным поведением, закрепленным в культуре, нормах и социальных установках. Изменение ситуации требует не только защиты жертв, но и работы с причинами, включая изменение стереотипов о власти, мужественности и подчинении.
Виды насилия и правосудия. Домашнее насилие. Его часто называют семейным насилием. Одна из наиболее распространенных форм насилия, которая может объединить в себе все виды насилия, происходящие в частной сфере, обычно между людьми, связанные родственными или интимными отношениями. Это насилие может проявляться между нынешними или бывшими супругами или партнерами, независимо от того, проживают ли они совместно. Согласно внутриведомственной аналитической отчетности Министерства внутренних дел Кыргызстана, за 12 месяцев 2024 года зарегистрировано 17 тысяч, за аналогичный период прошлого года 13 тысяч, то есть больше на 4 тысячи, что составляет больше на 32% случаев семейного насилия. Семейное насилие разрушает не только жизнь отдельных людей, но и оказывает негативное влияние на развитие всего общества. Женщины, дети и пожилые люди – наиболее уязвимые жертвы домашнего насилия. Это приводит к снижению качества жизни, ограничению потенциала каждого пострадавшего, росту социальной нестабильности и усилению экономического спада, повышению уровня преступности и передаче насильственных моделей поведения следующим поколениям. На вопрос, почему женщины не обращаются в милицию, среди самых распространенных ответов «я справилась с этим сама». Я не думала, что это достаточно серьезно. Мне было стыдно и страшно. Я боялась мести. Эти ответы показывают, что насилие часто воспринимается как норма или как личная проблема, а не как преступление. Именно поэтому так важно распространять информацию и повышать осведомленность. Часто женщин обвиняют в насилии, которому они подверглись, утверждая, что они сами его спровоцировали. Это явление называется victim blaming, возложением ответственности на жертву вместо преступников. Почему это опасно? Усиливает травму пострадавшей, снижает вероятность обращения за помощью, позволяет насильнику избегать ответственности. По данным ООН, насилие в отношении женщин – одно из наименее наказуемых преступлений. Гендерные стереотипы и обвинения жертвы препятствуют справедливому расследованию, что приводит ко вторичной виктимизации. Важно! Ответственность за насилие всегда лежит на преступнике, а не на жертве. Помните, семейное насилие – это не личное дело, а угроза безопасности всего общества. Только совместными усилиями мы можем изменить сложившуюся ситуацию и создать мир, в котором каждый человек будет жить без страха, угроз и насилия. Вопросы. Как называется модель, объясняющая, как предвзятые убеждения могут привести к насилию? А. Пирамида ненависти. Б. Колесо власти и контроля. В. Спираль насилия. Как ООН определяет гендерное насилие? Любой акт насилия, совершенный на основе полового признака, причиняющий физическую, сексуальный или психологический ущерб или страдания. Насилие, направленное только против женщин. Насилие, происходящее только в семье. Какой основной мотив стоит за насилием? Чрезмерное употребление алкоголя. Финансовые проблемы и стресс. Власть и контроль над жертвой. На экране вы видите ответы на все вопросы.